Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях заместитель министра образования и науки Республики, кандидат технических наук Юрий Александрович Шипицын. Здравствуйте. Добрый день. Юрий Александрович Шипицын родился в 1974 году в Якутске. Окончил Якутский государственный университет имени Максима Кировича Амосова по специальности технологии и техника разведки месторождений полезных ископаемых. Горный инженер-буровик. Очную аспирантуру по специальности физические процессы горного производства. Кандидат технических наук. Имеет ученое звание доцента. С 2014 по 2016 год председатель Государственного комитета Якутии по инновационной политике и науке. С марта 2016 года первый заместитель министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Якутии. Какие события в области образования и науки вы можете отметить на сегодняшний день? Добрый день еще раз. Особо значимыми событиями, наверное, стоит отметить сразу то, что год 2019 объявлен нашим министром годом науки. То есть министерство выбрало в 2018 году именно основным направлением это наука. Кроме этого, стоит отметить, что 2018 год знаменован у нас 80-летием со дня рождения первого академика из народа Саха Владимира Петровича Ларионова. Это, конечно, пронизывает все мероприятия, которые у нас будут происходить. Создана правительственная комиссия, сформирован план мероприятий, где прописаны то, что мы будем в этом году делать. Это будут и торжественные мероприятия на родине Владимира Петровича в селе Ломтука Мегенгангаласского улуса. Этим событием будет ознаменован или посвящен, точнее, то торжественное мероприятие, которое пройдет в Театре оперы и балета 8 февраля. То есть 8 февраля, в День российской науки, традиционно научная общественность, ученые собираются, обмениваются мнениями, встречаются с друг другом, потому что наука требует кулуарности. Работал в лаборатории, зачастую им просто действительно некогда вот так вот встретиться, переговорить, доложить о своих каких-то достижениях, о наболевшем, о том, что их интересует. Кроме этого, у нас тоже значимое событие – 20 лет Академии наук нашей республики. Стоит отметить, что национальных академий наук в России всего 4. Татарстан, Башкортостан, Чеченская республика, мы. Совсем недавно учреждена Академия наук Республики Крым, которая вошла в состав Российской Федерации, этой республики, и там существует у нас тоже национальная академия. В далеком 1993 году, в декабре месяце, первый президент Михаил Ефимович Николаев образовал эту академию. Создана она для интеграции, скажем так, академической науки, вузовской науки, отраслевой науки. Кроме этого, конечно, мы должны в нашем регионе, в республике развивать, поддерживать научные исследования, которые бы обосновывали собой социально-экономическое развитие, культурная, духовная самобытность нашего народа, что очень немаловажно. И поддерживала, конечно, научный потенциал. С этой точки зрения я имею в виду как раз кураторство, над молодежью с точки зрения сопровождения, потому что наука – это тоже отрасль экономики, такая же, как промышленность, как сельское хозяйство. Ей надо заниматься, иначе какое-то развитие, которое как раз научное исследование, для того, чтобы общество развивалось, и поэтому за этим потенциалом, за этим действием тоже надо следить однозначно. Юрий Александрович, а как вы сейчас оцениваете престиж научного работника в Якутии, и активно ли молодежь принимает участие в научной деятельности, на ваш взгляд? Как это сейчас происходит? Наверное, начну с последнего вопроса о роли, точнее о том, как у нас в науке участвует наша молодежь. Вообще существует целая система популяризации научных исследований. То есть, если брать науку, опять же, как отрасль, она изначально не совсем не очень понятна или даже немножко пугает. Наука – это что-то такое грандиозное. На самом деле, к этому просто надо привыкнуть. То есть, показать молодым людям еще со школьной скамьи, что этим, в принципе, можно заниматься, и в этом ничего страшного нет. Если говорить о ближней перспективе, то есть это о тех молодых людях, которые заканчивают школу, старшие классы, которые являются студентами учебных заведений, то здесь у нас целый спектр, скажем так, поддержки на сегодня существует. Это, безусловно, я бы отметил прежде всего общество
фонд молодых ученых, некоммерческое общество, некоммерческое объединение. У нас более 1000 членов. Это, конечно, студенты наших вузов, старшие школьники. Значит, там они объединяются, ну, понятно, по идейным определенным признакам. Осуществляется поддержка их мобильности, поддержка с точки зрения якутских научных центров, имеется в виду институтов Академии наук, Северо-Восточного федерального университета, Якутской государственной сельхозакадемии. Это не только материальная поддержка, но и предоставление маттехбазы, лаборатории, имеется в виду доступа к научным фондам, просто даже общение с академиками с точки зрения, опять же, обмена опытом. У нас очень такой действенный механизм, конечно, это грант главы нашей республики для молодых ученых. На сегодня это 15 грантов по 300 тысяч каждый, то есть для молодого начинающего, скажем так, соискателя научной степени, или человека, который занимается наукой, это довольно действенная поддержка. Следует отметить, что с каждым годом у нас довольно сильно растет качество этих работ. Вот в этом году, совсем недавно было рассмотрение у нашей межведомственной комиссии, было более 100 заявок, они отбираются предварительно на уровне ученых советов Академии наук, Объединенных ученых советов, проходит спектр, точнее даже сито, что ли, экспертов, которых у нас более 300. Это проходит на анонимной основе, то есть эксперт не знает, кто автор работы, и поэтому решение принимается принципиально по сути самой работы. И вот на сегодня на межведомственную комиссию было допущено 28 работ из 100. То есть вы видите, каждая 4-я работа достойна уже внимания солидного общества ученых и присуждения вот такого гранта. Грантов было 15, жесткий отбор, хорошая конкуренция, но многие работы уже на сегодня, я как член этой комиссии могу сказать, что на сегодня очень многие работы служат пристальному вниманию с точки зрения их реализации не только как науки, но и как вот внедренческого характера. Ну, что касается престижа, занятие наукой, оно всегда было, скажем так, несколько, скажем так, более высоким таким полетом, что ли. То есть любой ученый, имеющий степень, он однозначно становился как бы высшим цензом достижения определенных целей как специалист. Потому что, как вы знаете, у нас же это прежде всего те люди, которые практически занимаются наукой, врачи, инженера, все другие отрасли. И человек, который имеет статус ученого, это прежде всего исследователь. Поэтому престиж, конечно, достаточно высок. И не только внутри коллективов, и не только за счет вот этих званий, а за счет того, что этот человек действительно признается специалистом, действительно флагман той отрасли, в которой он занимается. Конечно, есть теоретическая наука, на сегодня она у нас представлена академической, нашей общественностью, да. Вот в Академии наук на сегодня у нас 42 действительных члена. У нас Якутский научный центр, или это более 2000 научных сотрудников. С точки зрения поддержки материального принята дорожная карта, которая контролируется на федеральном уровне. То есть это что касается майских указов президента нашей республики. И на сегодня отрасль выдерживает эти дорожные карты. То есть, грубо говоря, зарплата у наших ученых, у наших научных сотрудников имеет довольно хороший статус по отношению к другим отраслям промышленности и экономики нашей республики. То есть наука, получается, это не только призвание уже, но и, так скажем, хороший способ реализовать себя, достигнуть чего-то. Однозначно, как я уже сказал, наука – это отрасль. У нас на сегодня с вами существует стратегия 2030, стратегия нашей республики. Конечно, мы обязаны обеспечить ей качественное научное сопровождение. Это однозначно. То есть для этого у нас существует 2 направления исследований, которые также представлены в республике. Это прикладные исследования, которые, скажем так, если более приземленно ответить, это насущные наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся при разведке месторождений, развитии каких-то, внедрении промышленных каких-то там механизмов, агрегатов. Это скажем так, более близкая или среднесрочная перспектива, прикладные исследования. Есть у нас, конечно, фундаментальные исследования, это область деятельности федеральных структур. Я еще раз говорю, представлена федеральная наука у нас в лице Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. И по этим 2 направлениям, безусловно, занимаемся, движемся именно в реализации, развития нашей экономики и так далее. Из этого вытекает завершающий вопрос. То есть какие планы на 2018 год у министерства и что планируете
делать, какие ключевые мероприятия будут? Ну, здесь, наверное, особо стоит отметить, у нас грядет День науки 8 февраля. Конечно, мы проведем традиционные конференции, это и Ларионовские, и Лаврентьевские чтения, которые происходят 12 и 13 раз уже, соответственно. Ставший очень популярным фестиваль, он у нас пройдет 10 февраля, по-моему, это «Наука плюс». Он прям так называется, «Наука 0+», то есть охарактеризован тем, что наукой можно заниматься от самого рождения, как бы так, да, то есть был определенный посыл от федерального правительства, и мы эти мероприятия на базе Северо-Восточного федерального университета, на базе Академии наук Якутского научного центра проводим. Спектр охвата, ну, как бы это начиная где-то с 5 класса, открываются лаборатории, проводятся мероприятия, очень тоже, мне кажется, интересное с точки зрения подрастающего поколения. Это Ночь науки. Конечно, оно не прям ночью, как Ночь музея происходит, но вот в позднее время это интересная, популярная, так скажем, наука, которая позволяет вот как раз избежать или отогнать вот этот страх перед научными как бы исследованиями. Конечно, здесь нам необходимо, наверное, сказать о тех мероприятиях, которые будут проводиться Министерством образования и науки. Именно хочу сказать о международных интеллектуальных играх. Впервые на территории республики проводится. Значит, решено, что это будет, конечно, не единичные мероприятия с точки зрения постоянства. Да? Оно как раз направлено на выявление, на поддержку талантливой или желающей заниматься наукой молодежи. То есть, если переводить, то это получается международные интеллектуальные игры, на английском звучит как международные научные игры. Еще раз говорю, будет проходить впервые в июле в столице нашей республики. Из этой же, скажем так, темы я бы хотел отразить, что получают и довольно серьезное развитие школьные технопарки, кванториумы, тоже близко для школьников, то есть тут науку он постигает через те исследования, которые ему доступны, может быть даже в качестве игры пока, но тем не менее таким образом как бы тоже вот этот наш молодой человек, он попадает что ли вот в эту ауру, в эту структуру, начинает этим заниматься уже в школьные годы, реализуя свои идеи. Не всегда же это можно сделать дома, этому есть определенные препятствия. А это все-таки поддержка однозначно наших в будущем талантливых детей, в будущем наших исследователей. Тем более в республике, как вы знаете, созданы почти все механизмы реализации внедренчества, если можно так сказать. То есть у нас на сегодня вы слышите об институте новаторства, который у нас организован. У нас у всех на слуху и наш технопарк, и многие другие институты развития, которые позволяют этой цепочке не разорваться. То есть если так даже сказать, что год Министерства образования и науки вновь созданному, да, именно в таком формате, в котором он сейчас существует, и как орган исполнительной власти позволяет нам как раз, допустим, ребенок попадает в ясли в 2 месяца, и эта цепочка может реально не прерываться, идти от 2 месяцев, и до самых, так сказать, верхних ступеней до академической науки. А вот, кстати, технопарк Кванториум, он открылся относительно недавно, и какие уже результаты приносит от его открытия? Тут о результатах, я думаю, еще пока говорить, наверное, рано. Почему? Потому что дети, которые там учатся, которые туда приходят, должны к этому привыкнуть, к этому освоиться. Интерес неподдельный. Поэтому на сегодня то, что необходимо было, мы достигли. Мы создали структуру, которая и очередной раз позволяет нам привлекать наших детишек, учащихся, именно к формированию научного мировоззрения, прежде всего на данном этапе. Да, в игровой форме это все интересно. Вполне, да. Спасибо, Юрий Александрович. Это была программа «Акцент». До новых встреч.